прошлом году лесные пожары в Якутии начались приблизительно в мае. Считается, что лесные пожары в Якутии явились самыми крупными в мире за 2021 год. Дым от пожаров дошел до Урала, Хакасии, Ямала, Забайкальского края, Иркутской области, Югры, Сахалина и других субъектов Российской Федерации, а также до северо-востока Казахстана, Аляски. Работа множества аэропортов России, паромных переправ Якутии была заторможена или вовсе парализована. Во многих населенных пунктах Якутии наблюдалось сильное загрязнение воздуха продуктами горения. К примеру, 12 августа загрязнение воздуха в Якутске в 247 раз превысило рекомендуемые параметры ВОЗ. По оценкам Greenpeace, общая площадь лесных пожаров в Якутии с начала 2021 года составила 3,5 миллиона гектаров. Были уничтожены рекордные объемы леса. Чтобы лето 2021 не повторялось, подготовка к предстоящему пожароопасному периоду уже началась. Тяжело в учении, легко в бою. Пожарные десантники из западных районов и Вилюйской группы начали очередные весенние тренировки. Контрольные воздушные тренировки в Нюрбе были организованы в рамках подготовки к пожароопасному периоду. В первую очередь десантники пожарные проходили теоретическое обучение. На теоретической части десантники пожарные получают знания, связанные с радиосвязью, топографией, обучаются поисково-спасательным работам. Они проходят технику безопасности при тушении лесных пожаров и морально-психологическую подготовку. Сегодня присутствует 95 человек, в том числе Верхневилюйск, Вилюйск, Сунтар, Ленск, Нюрба. Проводим инструктаж, а также ведем программу по охране труда и технике безопасности в течение 2 часов, после чего проходим тестирование контрольное. Тем самым проверяем знания наших десантников-парашютистов. Все это делается для того, чтобы обезопасить наших работников. В билете вопросов у нас 10. 4 варианта должны ответить на один правильный ответ. Бывают случаи, когда не сдают, а идут на пересдачу и так далее? Даю другой билет, или мы обсуждаем все неправильные вопросы, и тем самым человек все-таки усваивает материал, и что-то остается в голове, и так, идем навстречу. Они сами это все сами учат или же есть какой-то курс лекций? Всем авиаотделениям отправлены тексты, презентации. Все это они каждый год учат. Каждый год мы по своей утвержденной программе это все еще раз напоминаем, проверяем, и в этом году в том числе. А проверка правил техники безопасности они сдают ежегодно или в год несколько раз? В нашей ГБУ авиалесохране мы сдаем каждый год. После этого мы даем удостоверение, делаем протокол по охране труда всей комиссии. И удостоверения, они именные, каждый год обновляются.
Для закрепления изученного материала в ходе воздушных тренировок десантники пожарные отработали навыки спуска с помощью лесопожарного спускового устройства с вертолета Ми-8. Все сотрудники авиалесохраны выполняли спуски на разных высотах от 10 до 40 метров в специальном снаряжении. Тренировки прошли в условиях максимально приближенных к реальным. На настоящем пожаре десантники должны приземляться очень точно. Их высаживают на лесные поляны диаметром всего в 25 метров. На месте требуется четкая координация действий каждого члена группы. Поэтому навыки лесного спецназа доводят до автоматизма. Каждой весной мы проходим тренировку. Каждый год это у нас тренировка. Приехали из Ленинска, Смирного, и Сунтар, и Нюрбинские авиаотделения. Сначала сдают экзамен. Мы еще набрали людей, молодых, 17 десантников пожарных. Они закончили теорию, потом практические занятия. Вот лесные пожары обычно бывают в труднодоступных местах, чтобы вертолет не может посадку сделать. Вот этим они спускаются с помощью спусковых устройств и тушат пожары. Вот, особенно в труднодоступных местах. Они сдают экзамен, охрана лесов, тушение лесного пожара, проходят теорию десантную подготовку. И вот и практические занятия сейчас. Что они там научились, будем там посмотреть. Вот из Якутска приехали еще командиры звена, они сейчас будут проверять и посмотрят, как они будут спускаться. Летом не бегайте. И когда он сел, под хвостом тоже нельзя бегать. Чисто через вперед, вертолета, через голову. Ну понятно, да? И когда спуски совершать будете, ноги обязательно держите вместе. На растопырку не надо ноги держать. Ноги вместе. И по бортам сейчас первый борт Ленские будут. Второй борт Петров Иван. Здесь. Третий борт Тарасов АН. В Якутии к пожароопасному сезону будет готово 61 отделение лесопожарных формирований, 43 Якутлесресурса и 18 авиалесохраны. В связи с чем на тренировках было немало новобранцев, которые после наземных тренировок были допущены к воздушным. Уже через месяц, в случае чего, им надо быть готовым десантироваться уже на реальный пожар, поэтому требования к тренировкам самые серьезные. По указу главы республики было принято решение увеличить численность лесопожарных формирований. В Нюрбинском отделении набрано 17 десантных пожарных. Прошли обучение. Вот сегодня будет практические занятия. Десантники отбирались. Сначала проходит медосмотр, 609 приказ. И проходит психоневрологическое обследование. И сдают физические нормативы. А с какого вообще месяца у вас начинается пожароопасный сезон и когда должны быть новобранцы уже готовы к реальным условиям? Пожароопасный сезон после схода снега мы уже обычно в мае, начало мая уже пожароопасный сезон до сентября. Если пожар обычно у нас, мы тушим пожары на авиационной зоне и наземном. Но у нас обычно пожары бывают в труднодоступных местах. Ми-8 сложно обычно площадка выбрать. И из-за этого на спусковом устройстве они доставляются к пожару. По итогам практической части обучения десантники получают допуски, свидетельствующие об умении добраться до очага возгорания и тушить лесные пожары.
Срок действия разрешения на проведение таких работ составляет 1 год. По словам сотрудников авиалесохраны, умения, полученные при воздушных тренировках, очень важны. Ну, у нас вот десантники пожарные, они каждый год такие тренировки проходят, вспоминают. И только после этого они подтверждают свою квалификацию десантника пожарного. И все это делается в целях для подготовки к пожароопасного сезона. А сегодня, кстати, сдавали теоретическую часть, а сегодня вот эти... Ну вот, вилюйские группы десантников пожарных, в общем, 96 человек. Мы их поделили на 2 дня. Сегодня будет 48 человек. Они уже занимаются. Сунтарский, Мирный, Ленск и Нюрба. А есть ли среди них новобранцы? Да, новобранцы среди них есть. Из 48 их 35 новобранцев. Их много очень. Ощущаемо вот увеличение численности десантников? Штат прибавили 180 человек плюс. Это по всей республике. 180 человек было. Ага. Из них 33 парашютистов отучились. Сейчас еще 20 учатся. И все остальные десантники пожарные. В районе действующего лесного пожара не всегда удается подобрать площадку для безопасного приземления воздушного судна для высадки пожарных. В таких случаях принимается решение на высадку десанта в районе пожара с помощью спускового устройства с вертолета. Поэтому, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.